В эфире передача «Насып Шпапа». Здравствуйте! Кого мы можем назвать счастливой? И в чем заключается счастье женщины? В чем ее успех? Насколько сложным был путь к этому? Все эти вопросы мы адресовываем нашим героиням. Одна из них сегодня у нас в гостях – Алиса Габлия. Молодой сценарист, киновед. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, Стан. Алиса, надолго в Абхазию? Я по рабочим делам, но также по семейным делам. На майские праздники приехала. Часто вы бываете на родине? Да, конечно же. Я каждое лето приезжаю на зимние каникулы. Это у нас такая традиция семейная с детства, можно сказать, что мы живем, так сказать, на две страны. И я уже привыкла к такому режиму, что я и в Абхазии, и в Москве. И для меня это не представляет никакой проблемы. Поэтому вот я живу, можно сказать, на два государства. Алиса, ваши родители родились и выросли в Абхазии. Отец известный в нашей стране человек, он из села Тамыш. А вы в Москве, в неабхазской среде. Повлияло ли это на ваш менталитет и как? Я думаю, что, конечно же, повлияло. Да, я выросла в Москве, я там родилась, да, получила там образование. Вот этот симбиоз, который возник абхазской культуры и российской культуры, я надеюсь, что это моя, наоборот, какая-то суперсила, что это, наоборот, уникальное сочетание, я на это надеюсь. Поэтому я могу сказать, что то абхазское, что есть, которое проявляется в России, оно, наоборот, мне кажется, очень тепло воспринимается. Вот эта мультикультурность, она... Я думаю, что она меня как-то обогатила. Замечательно. А какая была атмосфера в семье, в которой формировалась ваша личность? Я могу сказать, что у меня родители довольно традиционные. Соблюдались все традиции, обычаи, несмотря на то, что мы жили в Москве. Да, мы всегда приезжали в Абхазию, мы хорошо знали деревню, деревенскую жизнь. Это вот наш отец так выстроил наше воспитание. Да. У меня двое братьев. Мы всегда приезжали в село Тамыш к бабушкам, к родственникам. И мы очень хорошо понимаем и чувствуем эту культуру, нашу культуру. Несмотря на то, что мы жили в Москве, все равно большой трепет к Абхазии всегда был в нашей семье. Мы с детства посещали воскресную школу абхазскую. Мы изучали язык, мы изучали танцы, проводили все праздники. Это не было никакое обязательством, это было искренним желанием, нам было так комфортно, мы были в этом абсолютно счастливы. Вот. И как бы традиции все равно были все соблюдены, несмотря на то, что мы жили далеко. Насколько я знаю, ваш отец, если можно так сказать, в какой-то мере консервативный и очень строго вас воспитывал. Да, я могу сказать, что мне было сложно, когда я была юной совсем девушкой, что в большом городе вообще трудно воспитывать детей. Это правда, я сама скоро столкнусь с этим вопросом. Это нужно будет как-то осмыслить, на самом деле, как это сделать правильно и грамотно, чтобы соблюсти наши традиции, чтобы у ребенка не было каких-то других соблазнов и так далее, сформировать правильно его окружение. Это все очень важные вопросы, и, конечно, мы и обижались, я особенно как девочка, которую иногда куда-то не пускали, иногда вот излишне следили, контролировали и так далее. А сейчас, конечно, уже будучи взрослой, я понимаю, что это действительно необходимо. И действительно очень такой возраст, особенно там подростковый, когда ребенку требуется вот такое внимание, оно очень... Человек очень такой хрупкий и воспринимает и впитывает все как губка. В этом смысле я, конечно, очень благодарна своим родителям, что так было. Несмотря на то, что я как девочка, конечно, мне было чуть сложно. Да, когда вокруг такие свободные, раскрепощенные люди, да, и одноклассники, потом в студенчестве и так далее. Тем не менее... Ну и самоцензура тоже какая-то была, конечно, наверное. ну, это, наверное, трудности были только, наверное, по детству, а так
конечно, когда уже выросла, когда стала студенткой, это абсолютно не представляло никакой проблемы, да, то есть уже как бы за нами следить не нужно было, мы, вот как вы сказали, самоцензура, она нас спасала всегда, мы понимали просто, что рационально, что нерационально, вот как-то так. Вначале вы выбрали журналистику. Почему? Я могу сказать, что, наверное, где-то с класса 9-10 я поняла, что у меня есть интерес к литературе, к русскому языку, что мне удается хорошо писать. Больше я ничего про себя не знала. Я была абсолютно таким гуманитарием. Меня очень хорошо удавались сочинения, мне очень нравилось говорить, да, общаться, шутить. У меня было там какое-то, говорили, что у меня есть чувство юмора, есть какой-то креатив. И мой выбор пал на журналистику, как бы там практически филологическое образование ты получаешь, и после этого можешь идти дальше как бы в любую сферу. На самом деле я очень благодарна этому периоду, потому что он был очень важен. Я получила крепкую базу гуманитарную, она мне очень сильно пригодилась в будущем и в сценарном деле. Это лучший был период моей жизни, как раз когда произошло определение, окончательное определение моих интересов, моего будущего пути. И произошел он где-то на 4-м курсе. Да, вы знаете, я работала журналистом. Да, какое-то время вы да. занимались тележурналистикой. Да, я занималась тележурналистикой, я была вот как раз собственным корреспондентом, снимала репортажи в Москве и для абхазского телевидения в том числе. Откуда у вас появился интерес к кинематографу? Это произошло, наверное, где-то на курсе 3-4 на журфаке. У нас появились такие предметы, как драматургия, да, история кино, и это меня очень сильно увлекло. Но такой переломный момент произошел именно когда вот на одном из занятий нам дали задание написать киносценарий, это был короткий метр, и у меня произошла вот это, что называется, проба пера. И в этот момент, когда я вот зачитала свою работу, наш опытный преподаватель, она вот дала мне очень теплую обратную связь, хорошую. И я могу сказать, что она меня подтолкнула задуматься, что у меня, возможно, в этом есть какая-то способность. Конечно, сама бы я то есть не догадалась бы об этом. Просто услышав, что у меня хорошо получается, я решила пробовать дальше. Конечно, это был такой авантюрная такая история, это риск для меня, смена профессии, у меня вроде бы все хорошо, вроде бы и получается и в журналистике, и как бы вроде бы какие-то первые успехи и так далее, но я понимала, что вообще-то вот эта творческая часть моей личности, она действительно была не реализована. Это искренне говорю. В тот момент, когда я поняла, что здесь что-то интересное, я просто последовала своему интересу. Я не знала, что из этого выйдет. Я не знала, стану я сценаристом или нет. Вообще, буду ли я поступать куда-то дальше. Мне кажется, это вообще универсальный совет для тех людей, которые находятся в каком-то таком переломном моменте, когда они сомневаются в выбранном пути, просто последовать своему интересу. Я пошла в это и потом, конечно, утонула с головой, потому что это оказалось абсолютно точным выбором. После того, как я закончила журфак, я поступила в ВГИК, в мастерскую Арабова. Его, к сожалению, в этом году не стало. Это великий мастер. До сих пор я о нем вспоминаю с большим трепетом. Алиса, а в чем особенность творческого влияния мастера на вас в профессии? Он сформировал, наверное, мое какой-то вкус, вообще, что такое искусство, понимание этого. И могу сказать, что в любой учебе, сколько бы лет ты ни учился, этого всегда будет мало. Да? То есть особенно в сценарном деле, конечно, очень важна практика. Да? Нужно обязательно практиковаться, и хорошим сценаристом можно стать зачастую. Спустя много лет, когда ты уже наберешься и жизненного опыта, и опыта в работе. Но вот что дал мне ВГИК, это, конечно же, базу, которая нужна в принципе для понимания кино, да, какое-то просто ощущение, понимание того, что есть искусство на самом деле. Вот так, наверное, я бы сказала, да. А с чего начинался ваш творческий путь в кинематографе? Расскажите про первые работы. Первая проба пера произошла в рамках учебы.
Мы писали в мастерской короткометражные фильмы, их утверждал наш мастер, потом мы предлагали их режиссерам. 2 коротких метра вот были сняты даже в Абхазии. В рамках учебы все это и происходило. Я знаю, что ваш сценарий победил в большом конкурсе, и теперь по нему будут снимать фильм. Что за конкурс? Какая была конкуренция? Расскажите об этом. Фильм был моей дипломной работой в ВГИКе, когда я заканчивала сценарно-экономический наш факультет. Это абхазская деревенская комедия, так скажем. Очень веселая, с нашим колоритом. Когда ты достаточно юн, легче всего делать работы на том материале, который ты уже накопил. И этого материала у меня было очень много, да, я очень много лет своей жизни провела в Абхазии, я видела абхазскую деревню, я знаю очень хорошо, досконально эти характеры, совершенно чудесные, очень хорошо их чувствую, да, и поэтому родить какой-то хороший материал на основе уже имеющегося опыта было, наверное, самым правильным решением на тот момент. И я буквально за месяц написала до защиты этот сценарий, экспериментально прочитала его в аудитории, и было столько смеха и столько радости вот в группе, что я поняла, что у меня есть короткое время, я должна это сделать прямо сейчас. И тогда я помню, это называется как первый драфт, что называется, первая версия сценария родилась именно в конце учебы на сценарном. Я его успешно защитила на отлично, очень рекомендовали этот сценарий к съемкам, но прошло, получается, больше 5 лет, прежде чем все свершилось. Принятие другой какой-то культуры со стороны режиссера, это было... не просто было найти такого человека, который бы с интересом отнесся к такому специфическому интересному материалу. Сначала меня нашел продюсер, это произошло после Ему того... понравился ваш материал? Да. Абхазский, именно абхазская тематика? Да, это было для меня большой радостью для меня, и пошла активная работа над самим проектом. Хотя мы не сразу нашли всю команду, не сразу нашли режиссера, но вот в этом году нам повезло, произошло это волшебное знакомство через общих друзей, и оказалось, что этот материал очень близок этому человеку. И про конкурс, собственно, как все это произошло, да, конкурс. У нас был единственный вариант — это участвовать, несмотря ни на что, несмотря на сжатые сроки. А в конкурсе... Большая конкуренция была? Да, в конкурсе Министерства культуры. Несколько лет этого конкурса не было, потому что был коронавирус, эта вся история с пандемией. И, конечно же, все кинематографисты, у которых были материалы, ринулись на этот конкурс. Огромная была конкуренция, очень много участников со всей России. И мы, тем не менее, собрали всю работу, документацию и решили участвовать. Прошли несколько этапов отбора. Сначала вошли в большую подборку, потом вошли в более узкий круг. И в конце, конечно, это, по-моему, длилось около месяца. Мы очень трепетно ждали результаты и узнали, что мы вошли в список 60 лучших отобранных работ для поддержки Министерством культуры Российской Федерации. Вы в приватной беседе мне рассказывали, что сами добились победы в конкурсе. Знакомства не понадобились, как это часто принято в наше время. Да, это самое главное для меня и большое открытие и счастье, что я сама для себя развеяла этот миф, что, возможно, там все уже продумано, что есть уже какие-то свои любимчики и так далее. Для меня это и для всех молодых кинематографистов это серьезная информация, честно вам скажу, что нет такого. И это для меня огромное счастье, что действительно жюри, оно профессиональное. Они оценивали, конечно, перспективность работы, да, важность, чтобы там были отражены какие-то важные темы, да, которые ставит перед собой само Министерство культуры Российской Федерации. Это и семейные ценности, да, и, может быть, даже какая-то подростковая тематика. Я очень счастлива, что действительно пройти такой честный отбор для меня это было важным маркером того, что я иду и делаю все правильно. Потому что
Я бы никогда не была удовлетворена, если бы сценарий просто как бы не был замечен профессионалами, и если бы, не дай Боже, приходилось бы там, прибегать к каким-то знакомствам и так далее. Для меня это меня обижало и оскорбляло бы, искренне вам говорю. У меня родители, я помню, боялись, когда я поступала на драматургию, они говорят, мы не знаем, что это такое, мы не знаем, кто там, у нас нет никаких знакомств, просто делай, что знаешь, но мы тебе никак не помощники. Я была уверена, что мне не нужно. И действительно, вот информация действительно для молодых кинематографистов и людей, которые хотят поступать, это то, что, дорогие друзья, необходимы просто профессионалы. Там не нужны знакомства, там нужно хорошо делать свою работу. Этих людей всегда замечают. То есть качественную работу заметят точно. и выделят. Это я уже убедилась в этом в рамках того, как пробиться, как добиться успеха. Нет, нужно только делать хорошо свою работу. Это точно дефицит есть, дефицит интересных работ. Индустрия сейчас как никогда готова к новым именам. Кто-то думает, что все, индустрия переполнена, столько уже имен открыто, столько режиссеров, сценаристов и так далее. Нет. Каждый раз требуется свежая кровь, что называется. Кровь, да. несомненно. Алиса, можете немного раскрыть сюжет? Это комедия про девчонку, которую зовут Амра. Она с детства мечтала стать актрисой. Она родилась в семье, в которой есть 3 дочерей, мать-одиночка, и воспитывались они все в деревне. Ее самая большая мечта была стать актрисой, но проблема в том, что мать считала всех актрис недостойными женщинами. И это стало большой для нее проблемой. И задача мамы была, конечно, выдать дочерей замуж, в первую очередь, а потом заняться и младшей дочерью, но младшая дочь очень своенравная, очень талантливая. Она решила, что она устроит в доме 3 свадьбы, а потом организует собственный побег. Эта история была частично и в моей семье, в моем роду, и характеры абсолютно живые, списанные с реальных людей, и поэтому я думаю, я надеюсь, что зритель очень воспримет с интересом эту картину. Не хочется заранее рассказывать, что там, но, возможно, скоро все это увидят. Да. Ну, я вас понимаю, все секреты, все скобки раскрывать не нужно. Насколько я знаю, фильм будет сниматься в Абхазии. И кто режиссер? Режиссер у нас Кирилл Логинов. Это молодой дебютант, очень хорошо себя зарекомендовавший, очень талантливый, который очень хорошо чувствует вообще колорит разных культур. И у нас тоже очень опытный кинопродюсер Анна Шалашина. Знаете как, мы даже не ставили себе задачу, на самом деле, только в Абхазии снимать. Мы готовы были рассмотреть и регионы России, да, потому что у нас есть, я потом расскажу, что в Абхазии снимать непросто. Это правда. И кинематографисты, которые здесь работают, они это знают, что у нас есть свои сложности и с кадрами, да, которые нужно набирать на месте. И, в принципе, много технических таких моментов, которые сложно организовать. Мы рассматривали и Россию, мы рассматривали Кабардино-Балкарию, Осетию, вообще Краснодарский край, Пятигорск и так далее. Но сейчас мы склоняемся рассмотреть снова, да, именно Абхазию, потому что похоже, что ландшафт мы нигде такой не найдем, как здесь. Конечно, потребуется много труда. Мы сейчас как раз этим активно занимаемся. Вот команда моя приезжает, и мы будем искать самую удачную локацию. Возможно, придется много вложиться в то, чтобы это выглядело достойно. У нас много разрушенных зданий и так далее. Ну, в общем, мы все равно все пути привели к Абхазии. Да. Фильм финансирует Минкульт России, насколько я знаю. И также при поддержке у нас у Ростелеком, это онлайн-кинотеатр «Винг», и сейчас тоже активно ведутся переговорные процессы уже с другими киноплощадками и с самим кинопрокатом.
Ну, я думаю, что у вас все получится. Алиса, помимо творчества, вы занимаетесь еще и преподавательской Да. деятельностью. В этом году я стала частью команды Института кино при Высшей школе экономики. Для меня это тоже большой важный этап в жизни, потому что команда очень профессиональная, очень интересная. Там собраны передовые технологии вообще в кинообразовании. И для меня это тоже предмет большой гордости, быть замеченной, быть принятой в такую команду, передавать знания студентам. Это такой прекрасный такой симбиоз. Мы вот обмениваемся вот этими, они мне что-то дают, я им даю свои знания. Это потрясающе и всегда держит в тонусе. Ну, получается, вы объединяете физиков и лириков в известном смысле. Алиса, скажите, а какое место занимает драматургия в Высшей школе экономики и зачем она там нужна? В рамках Высшей школы экономики был создан целый институт, да? Институт кино. Там готовят абсолютно универсальных специалистов, которые могут потом после учебы реализоваться в совершенно разных профессиях в киноиндустрии. В советское время кино для Абхазии было закрыто. У нас было всего лишь два дипломированных кинорежиссера. Это Вячеслав Облотья и Ада Квирая. Насколько мне известно, фильмы об Абхазии снимали деятели культуры других республик. Сегодня у нас есть неплохая база кадров, но все-таки ниша киноиндустрии, она свободна. Какие перспективы у абхазского кино, на ваш взгляд? Я могу сказать, что у нас очень талантливая молодежь и способная вообще к творчеству. И даже вот пока я жила здесь в Абхазии несколько лет, я успела поработать в Абхазском государственном университете, да, преподавала историю искусств, историю кинематографа, и я понимала и видела этот безумный интерес к профессии. То есть явно потенциал еще не развит. Это правда. Необходимо открывать факультеты, дать возможность кинообразованию современным нашим детям. И просто у них, наверное, нету сейчас рычагов вообще, как подойти к этой теме. Они не знают, куда податься. Кто имеет возможность, конечно, выезжает. Но хотелось бы, чтобы в рамках Абхазии все-таки такая возможность была, да? Чтобы были факультеты, приглашали специалистов. Нужны все. Нужны киномеханики, нужны сценаристы, режиссеры. То есть, чтобы родилось кино, нужно очень много людей. Да. Кроме того, прочная финансовая база. Конечно. Конечно. Здесь кино дорогое удовольствие. это действительно так было всегда, да, с самого начала зарождения кинематографа. Конечно, кино подвязано под финансы. Конечно, очень важно, чтобы государство уделяло этому внимание, да, чтобы Министерство культуры тоже обратило внимание на кино. Здесь нужны будут большие финансовые вложения, это правда. Нам нужен кинотеатр, нам нужны специалисты. На самом деле сейчас не самое лучшее время для Абхазии, хотя Абхазия как ландшафт, как место для съемок, как вообще пространство, в котором очень много колорита, оно привлекает, уникальное, оно привлекает. Например, точно знаю, что Россия с интересом смотрит на Абхазию как место для съемок, да, с интересом смотрит в принципе на нашу культуру. У нас есть госкомпания «Абхазфильм» во главе с Облотья, но она занимается в основном дубляжами. Да, но это, я думаю, просто такая вынужденная такая мера, может быть, это период такой. Конечно, нужна поддержка.
И я надеюсь, что однажды у государства просто появится это понимание необходимости инвестирования вообще в кино, потому что кино — это большой и важный инструмент и для культуры, да, нашей. Мы можем транслировать наши ценности, в конце концов. Это принесет только пользу абхазской культуре. Про кино мы еще поговорим. Вы занимаетесь творчеством и занимаетесь преподавательской деятельностью. Вы вот уже определились, кем вы все-таки себя видите в будущем? Преподавательская деятельность не только не мешает, она, наоборот, меня очень подпитывает для творчества. Это потрясающее сочетание, на самом деле. Очень многие драматурги это практикуют, да, то есть ты всегда находишься среди молодых людей, вы всегда обсуждаете что-то новое, появляются новые идеи, какой-то креатив, возникают новые связи, какие-то команды, с которыми дальше хочется работать. Это потрясающе, и это абсолютно друг другу не мешает, оно только подпитывает друг друга, эти две сферы. Алиса, есть такое мнение, что драматургия зашла в тупик. Вы согласны с этим? И следующий вопрос. Что такое современное кино и каким оно должно быть? Я могу сказать, что я не верю в то, что она зашла в тупик. Наоборот, я наблюдаю очень большой всплеск, особенно в России, да, интерес к кино очень высокий. А так как ушли зарубежные картины, многие дистрибьюторы там отвернулись, да, появилась большая потребность, наоборот, в новых кадрах, в новых работах. И еще, то есть российская киноиндустрия, например, она вообще даже не приблизилась к тому, чтобы вообще покрыть ту необходимость в кинокартинах, которая сегодня уже создалась. Конечно, драматургия не вымирает, и не вымрет. Кажется, может быть, кому-то кажется, что все сюжеты написаны, но это тоже заблуждение, да? Потому что, да, какие-то универсальные у нас есть темы, которые... проблемы человеческие, да, общечеловеческие. Возможно, можно сказать, что уже все снято, но поверьте, это не так. Сколько вот разных людей, да, сколько разных людей, столько и разных судеб, и столько разных героев, а это самое главное, и столько разных характеров. Современное кино. Какое оно и каким должно быть? Я могла бы сказать, что современное кино, оно, конечно, сейчас в поиске героев своего времени, да? В поиске характеров. Мне кажется, очень интересно происходит сейчас вообще такой экспериментальный такой период, очень много новых работ, каких-то новых характеров, новых героев. Я думаю, что надо идти в этом же направлении. Я хотела бы уточнить, на ваш взгляд, современные технологии не вытесняют ли профессиональное кино? Конечно же, нет. Наоборот, развитие технологий дает все больше возможностей снимать тоже кино более, как сказать, простыми методами. Иной раз студенты могут попробовать себя, снимая кино даже на телефоны, и иногда это выглядит даже прилично. То есть какая-то проба пера стала легкой. То есть раньше, там, не знаю, в советское время все это, мне кажется, было гораздо сложнее, все это организовать, все эти экспедиции и так далее. Сейчас это происходит все мобильно, динамично, быстро, поэтому я вижу только плюсы. Жванецкий говорил, что нынче интеллект не в почете, он даже стал угрозой для кого-то. Современные технологии вот это не вытесняют, вот творчество. Сегодня, конечно же, уже существуют какие-то программы, которые уже пытаются залезть на территорию креатива, да, какие-то боты и так далее. Но мне все равно кажется, что человеческий опыт и жизненный, и вот этот вот нерв, он никогда не заменит. Поэтому творческие профессии тем и ценны. Они опираются на... То есть вообще драматург, он опирается на свой жизненный опыт. И зачастую, ну то есть искусственный интеллект, я думаю, что он вряд ли им обладает. Да? Он, возможно, когда-нибудь сможет сделать какие-то интересные перипетии, какие-то сюжетные коллизии и так далее, но вот это вот видение автора, да, какой-то особенный посыл, это искусственный интеллект не может заменить. И мне кажется, что конкуренции быть не должно.
даже если это как-то разовьется. Ну, про искусственный интеллект можно говорить много. Это угроза для человечества или блага, мне кажется, еще не известно. Перейдем к другой теме, к семейной, к личной. Алиса, вы в семье не одна, у вас есть братья. Один из них сегодня в Абхазии. Он достаточно известный человек в нашей стране, министр образования. Какие у вас отношения с ним? Мой брат, конечно, это для меня мой личный ориентир по жизни. Я могу сказать, что мы росли вместе, между нами 3 года, и могу сказать, что он для меня абсолютно недосягаем. В том смысле, что он для меня пример во всем. Это было с самого детства. Он был, даже вот в школу приходили, я помню, мама приходила, и ей говорили: ну, у вас детки, конечно, такие разные, такие разные. Что имелось в виду? Имелось в виду, что Инал, конечно, великолепен в учебе и был такой школьной звездой, потому что он был вот, на самом деле очень одаренным учеником. А я была гуманитарием, которая плакала и решала задачи по математике. Но, тем не менее, старалась, чтобы поддерживать авторитет брата. Это было очень забавно. Но он всегда был для меня большим примером. И его присутствие рядом, да, ну, как бы налагало на меня тоже ответственность, что я должна ему соответствовать, потому что он всегда был очень прогрессивен, не по годам. Ваш брат успешно работал в Москве, у него была неплохая перспектива, но переехал сюда. Вот что повлияло на его решение? И семья участвовала в этом решении? Абсолютно нет. То есть родители на нас вообще никогда не оказывали какого-то давления. Здесь было уже его собственное решение. Он очень сильно хотел переехать в Абхазию. Он поставил это себе в планы на жизнь, в принципе. Несмотря на то, что он был успешен в Москве, он очень хорошо ладит вообще с русскими коллегами, его обожали там на самом деле, но я видела, что у него тяга к родному, то есть у него какая-то есть идея по поводу того, как он должен прожить эту жизнь, и он, конечно, эту жизнь связывал только с Абхазией. Я не такая, я потому что совсем то есть по-другому устроено. Для меня важно быть и тут, и там. И для меня даже, то есть нахождение в Москве важно тоже. Я не могу ее выкинуть из своей жизни. У меня был такой период, когда я полностью переехала в Абхазию. Мне было сложно. Я очень скучала по обществу, которое меня уже там окружало, которое меня там любило. И там навыки мои были как будто бы гораздо больше нужны. Мне так казалось. Поэтому для меня вот быть на 2 государства — это счастье. Я очень счастлива, наоборот, быть таким мультикультурным человеком. Он все-таки тяготел к Абхазии больше гораздо. И для него было важно вернуться к корням. Он живет именно в деревне. Он очень болеет языком, культурой нашей. Поэтому я очень хочу, чтобы он, несмотря на то, что есть в нем инаковость, есть в нем прогрессивность, может быть, не всегда понятная и, может быть, пугающая иногда кого-то, но я его очень поддерживаю, я ему очень доверяю, но и я вижу, что он тоже доверяет моему совету, моему мнению. Теперь поговорим о вашей личной семейной жизни. Как она складывалась? Я достаточно рано создала семью, мне был 21 год. Я жила в Москве, то есть на самом деле у меня шансов создать абхазскую семью были минимальные, честно вам скажу. Но так получилось, что эта эпоха интернета и юности познакомила меня вот с моим супругом. Мы познакомились, на удивление, в социальной сети, завязалась какая-то короткая беседа, и потом мы выяснили, оказывается, что у нас просто очень много знакомств, у нас очень много общего.
общего и так далее. И произошло потом уже личная встреча. Мы не спешили заводить семью, мы очень много лет общались, просто присматривались друг к другу. Это, наверное, больше 6 лет происходило, потому что я была Он еще там. тоже человек творческий? Чем он Нет, занимается? он занимается, он экономист, он работает в банковской сфере, абсолютно не творческая как бы профессия. Творческая натура и финансист. Каков тандем? Меня это вообще не пугает, потому что он очень хорошо, как ни странно, в кино разбирается, и он иной раз смотрит больше, чем я. И вот всегда с ним есть как бы о чем поговорить. Но самое главное — это поддержка просто, которая, то есть он меня никогда не ограничивал ни в чем. То есть он легко поддержал мой переезд из Абхазии в Москву, когда мне нужно было поступать в аспирантуру. И, конечно, я ему безумно благодарна за то, что он просто оказал, знаете, как нетрадиционную поддержку, потому что обычно мужчинам не очень нравится, когда женщина становится в какой-то момент локомотивом и ведет куда-то семью. Я, конечно, повела куда-то в неизвестное, но очень быстро, год-два понадобилось для того, чтобы он понял, что мы идем в правильном направлении. Нас, конечно, объединяет абхазская культура и абхазское мышление. В этом смысле я понимала всегда, что это очень важная часть моей жизни, я не смогла бы от нее отказаться. И какое-то общее воспитание, одинаковые взгляды на жизнь — это очень важно для семейной жизни. У вас растет дочь. Исфирь, библейское имя. Кто выбирал? Выбирала я, потому что когда-то и смотрела и кино, да, про вот с этим библейским сюжетом. Это имя навсегда вошло Исфирь, в мое царица, сердце. спасла свой народ от геноцида. Говорят, что имя влияет на судьбу человека. Вы с этим согласны? Я надеюсь, что благородное имя может дать какую-то такую же благородную судьбу. Я в это верю, потому что, например, авторы, да, вот и сценаристы тоже, они неспроста наделяют своих героев определенными именами, они несут определенную энергетику, за ними есть какая-то история. Наверное, я согласна с этим, да. Вы в начале карьерного пути. На творчество уходит очень много сил, энергии, ресурсов. У вас семья, маленький ребенок. Как вам удается сохранить баланс между семьей и карьерой? Очень сложная задача, это правда. Трудно соблюсти вот эту вот середину, да, какой-то срединный такой путь, в котором бы ты не потерял бы и в семье, и не потерял бы в карьере. С этим вопросом сталкиваются очень многие женщины на самом деле. Это вот наш такой первородный вопрос, как мы это будем все объединять. Я могу сказать, что пока мне удается лавировать, удается как-то соблюсти баланс, но был период, когда у меня ребенок был маленький совсем, и я как раз тогда поступила, вот угораздило меня поступить в аспирантуру. То есть это киноведение, это большая научная работа, это большая включенность в сам процесс, да, учебный. И я понимала, что это будет сложно, но я все равно в это пошла. И я могу сказать, что мотивация у меня была настолько сильная, что я, конечно, вставала в 4-5 утра, в период, когда ребенок спит, то есть он просыпается рано же, малыш, он просыпается в 8 или в 7 утра, и у меня было несколько часов, чтобы абсолютно эффективно провести это время. И я помню, что эти годы, 3 года аспирантуры, были просто прорывными для меня, потому что я просто выстроила такую дисциплину, которая помогла мне быть мамой, и при этом добиться своих целей. Вы целеустремленная, сильная женщина. Ну и супруг был рядом, конечно. Он помогал и поддерживал. У меня супруг легко мог выполнить какие-то и женские обязанности в плане посмотреть ребенка, прогуляться с ним, накормить, если нужно его, если вдруг я что-то не успевала. Мне кажется, это правильно, когда мужчина и женщина воспитывают ребенка вместе, разделяют все какие-то и сложности при воспитании. Насколько вам удается сохранить традиционность абхазской женщины, живя в другой стране? Хотя вы отчасти отвечали уже на этот вопрос. Я считаю, что когда ты живешь в Москве, абхазская и наша апсура, она
только помогает. Наше воспитание, кавказское, абхазское, оно дает, наоборот, тебе крепкую спину. Она необходима, она тебе просто помогает, в том числе и быть уникальным. Женщины сегодня во всем мире очень эмансипированы. Абхазские женщины тоже не избежали этого. Во всяком случае, у нас есть свобода выбора и самовыражения. Отражается ли, на ваш взгляд, такая свобода на традиционных представлениях об абхазской женщине? Я могу сказать, что абхазские женщины очень талантливы по своей природе. Они творческие, они яркие, они страстные, если хотите. В них очень много талантов. Я это вижу повсеместно. Я вообще восхищаюсь абхазскими женщинами, но я понимаю, что и они для себя становятся тоже клеткой. Они сами друг для друга немножко становятся ограничителями. Они сами пытаются себе вот эти рамки установить. Хотя кажется, что у нас патриархат, и это делают мужчины. Но по моим наблюдениям, как раз-таки женщины как-то очень строги друг к другу. И меня это немножко пугает, и мне хотелось бы, чтобы женщины просто разрешили себе проявляться, разрешили себе быть разными. В Абхазии что сложно? Ты слишком яркая, ты привлекаешь внимание. Внимание очень легко заполучить сегодня. Это просто, что называется, вопрос одной минуты, да? Но это большой стресс. Это стресс для семьи. Быть замеченной, быть не такой, как все, быть под прицелом внимания, быть осужденной как бы в какой-то момент, быть непонятой, в чем-то, да, да? быть в чем-то непонятой. Я думаю, этого все боятся. В рамках какой-то большой страны, наверное, это легче пережить. А вот здесь очень легко как-то сказать не то слово и быть неправильно понятой. Здесь легко кого-то обидеть и так далее. Я просто хотела бы, чтобы женщины просто были больше добры друг к другу. Вот. К себе, может быть, Да, в первую и очередь. к себе, конечно же, Есть да. некие стереотипы, которые окружают абхазскую женщину. Вот нужно ли их ломать? Я могу сказать, что, конечно же, и в христианской культуре тоже вот эта кроткость, да, какая-то покорность, когда ты хорошо знаешь обычаи, ты знаешь свое место и роль, да, в семье. Принято считать, что абхазская женщина вот такая вот, она да, благородная, спокойная, уравновешенная, она хорошо знает абхазский этикет. Она не яркая, интересная, страстная, умная, необычная. Нет, она не такая. Именно культурный код, он как бы немножко идет вразрез с тем, что с внутренним наполнением наших женщин. Они очень яркие, импульсивные и так далее. Мне кажется, здесь им приходится очень много подавлять свою энергию для того, чтобы вписать себя в рамки как бы этикета, да, какого-то общего, потому что иной раз пойти против, да, это тоже нанести себе стресс, это большой смелости требует, я бы так сказала. Ну, а какой должна быть современная абхазская женщина? Она должна хорошо понимать, в чем ее плюсы, в чем она хороша, да, и стать в этом, возглавить это, что называется, и стать в этом лучше. Ну, она должна найти какой-то, опять-таки, как мы говорили, баланс, да, Баланс, середину, да, в котором наверное. она могла бы и быть прекрасной супругой, например, да, и при этом не обидеть свою внутреннюю какую-то часть, потребность, да, которая желает большего, или желает творчества, или желает эмансипации, или что-то еще. Трудно эта задача, это правда трудно найти баланс, но вся жизнь — это наша попытка это сделать. Трудный вопрос, кстати говоря, какая должна быть абхазская женщина, она же меняется. То есть не нарушать какие-то каноны, традиции, пытаться... Традиции тоже важны. К этому приходишь не сразу, да, вначале может быть какой-то бунт, наоборот, что хочется свободы, хочется, там, не знаю, быть более самостоятельным и так далее. Но потом понимаешь, что, в принципе, традиции, они не ограничивают, с ними можно прекрасно уживаться, да, тоже требует какого-то баланса, да. Нужно найти свое место в этом всем. А как это в вашем случае?
Наверное, то, что было воспитано изначально в семье, оно уже не требует моего переосмысления. Оно уже принято и понято мною, и я с этим не спорю. Разве что иногда я могу быть, наверное, более амбициозной, чем от меня ожидают. Да? Иногда могу больше внимания уделить в какой-то период там, да, своему саморазвитию, нежели каким-то семейным делам. Но опять-таки я стараюсь гармонировать. Если я где-то переборщила или уделила слишком много этому внимания, я, конечно, потом пытаюсь уделить внимание и семье, соблюсти, конечно, все наши традиции, которые мы искренне любим. Алиса, вы делаете первые шаги в кино. Наверняка у вас есть большие идеи, большие планы. Поделитесь, пожалуйста, если можно. Хочу попробовать себя в разных жанрах, потому что мне пока говорили, что я только хороша в комедии, хотя я уверена, что и как бы другие жанры мне тоже по силам. Для меня ближайшие несколько лет это творческий эксперимент. Я буду изучать себя дальше, буду изучать свои возможности, способности. Кино — это как бы задача номер один, она меня заряжает. И, конечно же, научная деятельность. Вот мне очень сейчас она интересна. Я на этапе завершения кандидатской диссертации, тоже в киноведении, да, в драматургии, поэтому там тоже могут быть какие-то интересные открытия. Я уверена, что они меня вот ждут. Алиса, с вами очень интересно общаться, но наша беседа уже подходит к концу. И в заключении беседы традиционный вопрос для каждой нашей гости. Считаете ли вы себя счастливой женщиной? И в чем заключается ваше счастье? Я считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что я наконец-то к 30 годам просто поняла, какая я, из чего я состою, из каких компонентов, в чем мои сильные стороны. На самом деле требовалось много лет, чтобы это понять, и все стало гораздо проще, когда я поняла, где мне что-то удается. И я, когда пошла по этому пути, по зову сердца, да, пошла вслед за интересом, как я говорила, для меня это стало большим-большим счастьем. Ну, наша беседа подошла к концу. Спасибо вам за интервью. Я желаю вам больших успехов. У вас все для этого есть. Дерзайте. Благодарю вас, Астанда. Спасибо. В эфире была передача «Насып Шкваква». Нашей гостьей была Алиса Габлия, счастливая женщина. До встречи.